Nora Stepanskaya, famous Turkmen director, screenwriter, documentary filmmaker, and animator. Former editor-in-chief of Turkmen Film Studios, Ashgabat Television, and Turkmen State Committee for Cinematography. After graduating from National University of Uzbekistan, she continued film studies at the Russian State Institute of Performing Arts in St. Petersburg. Stepanskaya's most well-known works include film Yandim and cartoons such as One Drop, The Sweetest Melon, and Neighbors, which were created with her husband, animator Yevgeny Mihilson. Мы дружили. Как-то трудно этим словом определить наши отношения. Мы встречались очень редко. Мы иногда годами не виделись. От даты к дате, от события к событию. Но когда мы оказывались в одном пространстве, мы притягивались друг к другу и часами разговаривали. Мне льстило, что Дурды любил со мной говорить. И говорили мы взахлеб. И темы были какие-то самые неожиданные. Он мог посмотреть фильм мой и сказать живописно. И для меня это был Оскар, потому что это говорил Дурды. Поразительно, что его интересовал кинематограф и те режиссеры, которые он раскладывал покадрово, как картину. Так он говорил о Тарковском со мной. Он говорил, что можно любой его кадр взять в рамку, потому что Тарковский невероятно чувствует пространство, атмосферу, и это его многоплановость, уходящая, непонятно, за горизонты уходящая, которая читается, 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 можно ее остановить и читать. И это картина. Я не ожидала его, я не думала, что мы вдруг начнем говорить о кино. «Зеркало» Тарковского. И он вот так пальцами показывал мне кадр. Это была картина, вот так вот. Вот представляешь, он мне говорил, вот так. И вот тут лежат, вот так вот, вещи. То есть окно, 3 яблока, вот я уже не помню. И он, скамейка перед домом. Он покадрово помнил картину. И меня это так поразило, потому что вот монтажная память не у каждого кинематографиста даже развита. Ну, мы не имели возможности несколько раз смотреть там, кино и работать с этим фильмом. Хотя хотелось. Вот. А Дурды один раз видел этот фильм и разложил его на кадры для себя. И говорил о философии Тарковского, и говорил о христианской философии Тарковского. Он даже об этом со мной говорил. Кстати, это он заставил меня продумать и потом еще раз посмотреть кино с этой точки зрения, с христианской. Откуда, как? Вот посмотрел просто картину. Это очень меня поразило. Я всегда смотрела на Дурды с ожиданием парадоксальных каких-то вещей от него, совершенно неожиданных. Потому что, внешне он не готовил своими манерой разговаривать, манерой одеваться, манерой просто вести себя в компании. Он не готовил человека к такой глубине. Все это было так просто, легко, обычно, очень по-доброму, очень гостеприимно, весело. И вдруг менялось все, совершенно все. Другие черты лица появлялись, другой глаз появлялся. И какая-то такая мысль,
которая переворачивала все. Ну вот это и есть суть гениального человека. Он же, любой гениальный человек является на землю, чтобы нас изменить. Что-то такое сделать, чего мы не готовы еще сами не видеть, не слышать, не представлять, появляется. И ты растешь, потому что ты уже принимаешь вот этот дар от гениального человека, ты принимаешь, ты начинаешь видеть лучше, ты начинаешь слышать по-другому, ты начинаешь понимать глубже, потому что появился такой человек. Вот Дурды из этой плеяды гениев. Мы встречались, когда на персональных выставках можно было окунуться в его атмосферу. И можно было понять, какой разный Дурды. Он был смешливый, он обожал анекдоты, он мог перезвонить Михельсону среди ночи, потому что тот днем или утром, встречаясь с ним, что-то там ему рассказал очередное, и попросить еще раз рассказать этот анекдот и хохотать минут 10. Когда тоска просто приходила невероятная, я открывала каталог и 100 раз говорила спасибо, Киик, за то, что он в моих руках. Мощь художника, невероятный мазок. Если ранний Дурды – это какой-то локальный цвет, это огромное плоскостное решение, а потом с годами появлялись нюансы. И это было такое буйство красок, невероятное, такое богатство взахлеб. Вот ощущение было шоковое, когда новую картину он нам показывал, новую, в первый раз, когда ты на нее смотришь, дыхание останавливалось. Был только глаз. Настолько это поражало. Конечно, он живописец, Богом данный. Такой дар нечасто рождается на земле. Я вот говорила о том, что для меня гений – это художник на генетическом уровне. Откуда в этом мальчике, который не знал материнской любви, который не воспитывался в семье, который был недолюблен в детстве, откуда в нем была такая мощь видеть мир глобально, видеть его вечные какие-то истины и вытаскивать вот эту глубину философическую в самом заурядном, как будто бы, композиционном решении. Ваза, букет. Но за этим стоят цветы, Богом данные нам на земле, чтобы у нас были образцы невероятной красоты, чтобы нам хотелось быть лучше. Для Дурды цветы – это ангелы. Обожал цветы, невероятное количество раз писал, как будто бы одни и те же, ни один цветок не похож на другой. Это маленькая личность какая-то, с которой тоже можно общаться. Это все совершенно одухотворено. Вот это самое главное. Все, что живет на земле, для Дурды всегда имеет душу. Я уже не говорю о портретах, но его арбузы, его яблоки, его цветы, его дутар в руках Сахи Джапара, вот, например, в портрете, он имеет душу. Я очень люблю портреты Дурды, потому что для меня это панорама совершенно историческая. Я вижу 20 век, я вижу наш мир сложный, противоречивый, иногда мрачный, иногда оптимистичный. Это все в лицах. И когда идешь подряд мимо портретов, ты читаешь жизнь,
в лицах, в глазах, в удивительном умении художника вытащить из человека то, что, может быть, он сам даже не осознает. И этот смешливый, этот легкий, этот замечательный, веселый человек был совершенно другим человеком, когда он писал. Совершенно другим. Какой у него был глаз. И когда мне удавалось проникнуть в мастерскую по какому-нибудь поводу, и я забивалась на диванчик, там так уютно у него было, между стеллажами стоял диванчик, я там забивалась туда, он ставил передо мной чайник, и это было долгого времени, мы не обязательно разговаривали, и я ему говорила: ты не обращай на меня внимания. Он говорит: а я и не обращаю, потому что он работал. И смотреть просто на лицо Дурды, когда он работал, это было кино. Это было кино для меня одного актера. Но в данном случае актера гениального, который не играл, а который жил. У него менялось выражение лица в зависимости от того, что он думал в эту минуту об этом человеке, которого он писал, или об этом цветке, или об этом натюрморте, который стоял там у него выставленный. Он видел что-то, чего не дано нам понять. Это только можно было уже увидеть в картине и думать о состоянии художника, когда он задумал это произведение. А Дурды, наверное, он был даже и ближе, может быть, тем, что по изобразительному искусству он был мне ближе, потому что это изображение, самое главное изображение. Мы могли говорить о немом кино и говорили, как слово стало убивать. Изображение в кинематографе был такой период, когда слово все там делало, а ведь язык кино, он не литературный, он изобразительный. Вот Дурды был очень силен этим видением своим, очень силен. Я думаю, что таких художников немного. Когда появилась возможность у Дурды путешествовать, он помчался по мировым музеям. Потому что для него очень важно было самому постоять у любимых своих полотен. Удивительно интеллигентный человек, удивительно начитанный, мыслящий. Причем внешне это никак не проявлялось. Он не давил интеллектом, он не навязывал своих идей и мыслей. Он был очень прост в общении, невероятно обаятелен, смешлив, забавен. Но когда наступал какой-то поворот в самом разговоре, глубина его мышления поражала. И те художники, которых он любил и о которых он говорил, я потом старалась вытащить альбом и посмотреть. Но посмотреть уже, зная, что об этом думал Дурды. Мне до сих пор больно, но перед глазами стоит его мастерская, перед глазами стоит последний его приход к нам в дом перед отъездом, когда он посмотрел на коробки с книгами, с картинами, все, что было упаковано, это вот книги и картины, и сказал, развел руками и сказал: ребята, а вы меня что, оставляете? Как? Как вы можете меня оставить? И мне нужно было разрядить обстановку, потому что здесь стоял ком. Михельсон ушел. И я сказала ему, что обязательно вернемся, немножко поправим здоровье, ведь все связано с этим. Поправим здоровье, вернемся. И я созрела, будешь писать мой портрет.
Потом мы приехали, мы действительно очень сильно болели. И еще большое спасибо Газель. Она постоянно связывалась с нами. Дурды сидел рядом, и они разговаривали. Шутили, смеялись, поддерживали нас, подбадривали нас. И настолько это было необходимо. Потом какие-то дни мы ходили, как будто бы вот мы у них в гостях или они у нас в гостях. Создавалось вокруг какое-то защитное поле вот этой любви. И страшно было, когда позвонила Бахар, старшая дочь, после 40 дней, после того, что ушел Дурды, и сказала, что открыли они дверь, зашли в мастерскую и увидели, что там написан портрет. Это много. Это много невероятно. Я думаю, что Бог был очень щедрый, когда создавал Дурды. Он дал ему пострадать и дал ему невероятное счастье. Потому что у него 4 дочери-красавицы, обожаемая жена, более 50 портретов Газель, карандаш, перо, живописные портреты. Девочки, которые растут на глазах от портрета к портрету. И ему вернулась такая любовь. Его женщины его обожали. Создавалась такая атмосфера в их семье, в их доме, которая давала Дурды чувствовать себя спокойным, любимым, счастливым и очень свободным. Это был человек, которого невозможно было заставить что-то сделать, если он этого не хотел. Это был человек очень большой внутренней культуры и большой внутренней свободы.